Если спросить у иностранца, с чем у вас ассоциируется Россия, то после смешных ответов вроде «медведи» и «матрешки» обязательно назовут творческих гениев. Этого у нас не отнять. Психологизм Достоевского и Толстого навсегда поменяли литературу и вписали русский культурный код в мировую историю. И тут, конечно, нельзя забыть и про нашу музыку. А музыка – это в первую очередь Чайковский. Не зря классику называют бессмертной. Спустя почти 2 века после рождения Петра Ильича продолжают любить, а его произведения звучат по всей планете. В этом году имя Чайковского гремит особенно громко. Мы празднуем 185-летний юбилей композитора. В Якутии к этой дате подошли, что называется, с чувством, с толком, с расстановкой. Мы как-то начали готовить заявку, да, потому что проект же поддержан президентским фондом культурных инициатив. И вот у нас от момента идеи до создания заявки, подачи ее на грантовые средства и вот получения, да, победа в конкурсе. И вот сейчас вот проведение фестиваля. То есть это, в принципе, достаточно длинный такой путь подготовки, да, то есть мы, наша, как продюсерская наша задача, она не совсем видна всегда, да, наша работа, потому что она сильно заранее идет, как бы, а в момент уже, когда идет сам фестиваль, мы, в принципе, ну, чуть-чуть больше, чем зрители, я бы так сказал. Принял фестиваль театр оперы и балета имени Соорун Амалона. Ответственность колоссальная, поэтому и готовиться начали заранее, еще в прошлом сезоне. Например, «Щелкунчика», обычно новогоднюю постановку, якутскому зрителю показали весной. Так получилось, что мы готовимся к фестивалю, большому фестивалю, Чайковский фест, который у нас состоится в октябре этого года. И, конечно же, одним из таких гвоздей программы станет вот новая постановка «Щелкунчика». Новая хореография, она добавит определенных сложностей для артистов балета. Вот поэтому мы ее запланировали на конец сезона с тем, чтобы подготовиться. Да и сами артисты признаются, что новое прочтение старого доброго «Щелкунчика» стало вызовом для труппы. Версия отличается, конечно же, хореографией. Это в данном случае новая постановка, это больше как неоклассика идет. Если в старой постановке это была классика, Вайнонен, чистая классика, причем здесь уже более как современный идет спектакль. И, конечно же, сложнее. Классика всегда, полегче. А тут немного необычные поддержки интересные, хореография интересная сама по себе. И вообще работать очень интересно всегда над новой постановкой. Хотя Чайковского называют создателем русского классического балета, его музыкальный талант обширен. Последним крупным произведением композитора считается опера «Иоланта», повествующая о любви незрячей девушки. В главной роли якутской интерпретации Екатерина Захарова. От репетиции с приглашенным дирижером из Мариинского театра Алексеем Аслановым она осталась в восторге. Мы очень довольны сотрудничеством с ним. Видно, что он музыкант очень профессиональный, очень чуткий, то есть и знающий оперу. То есть он говорит о том, что-то новое, возможно, нам открыл для кого-то, это точно. И знает оперу, знает, о чем, возможно, говорил Чайковский, да, привнес свои видения в наш спектакль. Кстати, «Иоланта» уже звучала на сцене нашего театра. Ее премьера состоялась 33 года назад на первом фестивале музыки Чайковского в Якутске. И тогда же на земле Аланхо дебютировала опера «Евгений Онегин». И следуя по проторенной дорожке, организаторы Чайковского феста вновь включили в программу музыкальную версию энциклопедии русской жизни. Нынче в главной роли блистал Григорий Чернецов. Начинал вокальный путь Григорий в мальчишеском хоре при первом президенте Михаиле Николаеве. А сейчас он вернулся на родину в качестве солиста Мариинского театра. Доводилось не раз приезжать с концертами, с выступлениями, но вот в этот раз поступило предложение поучаствовать в серьезном проекте, совместном с Якутским оперным театром и исполнить оперу Онегина в заглавной партии, собственно, выступить. Куда вы
А это перед выходом на сцену распевается Алексей Татаринцев. В спектакле он воплотил романтика Владимира Ленского. Алексей никогда раньше в Якутии не гостил, поэтому радушие северян его очень удивило. Можно сказать, что ваша публика, ваш зритель, несмотря на такой холод, очень и очень горячий. И те аплодисменты, которые были в опере Евгений Онегин, это, конечно, было очень ошеломляюще и даже для меня очень было неожиданно, то есть настолько теплый прием. Я вообще очень благодарен за приглашение, потому что работать с вашими солистами, с вашим оркестром, находясь в театре оперы и балета, это всегда тоже большое событие для любого музыканта. Интересные сотрудничества к одной опере не сводятся. Балет «Лебединое озеро» объединил артистов сразу 3 регионов России. Особенной эта постановка стала для Марии Булановой. Солистка Мариинки впервые попробовала себя в роли Адетты Адилии. У меня это довольно сложный был шаг. Я очень долго настраивала себя, прежде всего морально, чтобы в этом быть. Ну, я рада, что это случилось. Хороший опыт, прекрасный. И благодарна очень театру, что мне такую возможность дали. Влюбленными глазами принца Зигфрида на Адетту смотрит Рустам Исхаков. Премьер Башкирского театра оперы и балета, танцовщик опытный. В спектаклях по Чайковскому он исполняет ведущие партии. Это, конечно, у меня не впервые. Мы, как артисты балета, всегда работаем сообща, но имеется в виду разным театром, разным коллективом. Это для нас нормально и привычно. Я считаю, что всегда это здорово, новые лица, новые знакомства. Как я уже до этого говорил, что я все равно здешних артистов уже знал. И театр Якутии опера и балета, они и в Башкирию к нам в Уфу приезжали со спектаклем. И до этого на конкурсах мы встречались с некоторыми солистами. В общем, ценителям театрального искусства республики повезло. В нашу столицу съехали звезды России. Глупо было бы упускать возможность перенять опыт у признанных мастеров. Так что образовательная программа была не менее насыщенной. Вот любимец якутской публики Леонид Анциферов поет и слушает советы Глеба Перязева, солиста Мариинки. Ребята приходят со свободной программой, да, то есть ни я, ни концертмейстер, невозможно, они до какого-то момента не знают, что они будут исполнять. Да, и в этом плане всегда есть такой живой момент общения, потому что, мне кажется, самое главное в таких мероприятиях найти общий язык очень быстро, чтобы никто не волновался, никто не думал, что что-то там где-то, что какой-то решающий момент в жизни, возможно. Да, это такое свободное творческое общение. Это не мастер-класс, а творческая встреча. Поэтому и артисты, и просто любители оперы могли задать интересующие их вопросы. Например, на встречу пришла группа студентов из Китая. Я пришла сюда вместе со своими одногруппниками и преподавателем, чтобы увидеть и услышать это шоу, эту музыку. Мы надеемся, что увидим что-то грандиозное и будем рассказывать и делиться этим опытом со своими одногруппниками, когда встретимся. Профессиональными секретами на фестивале поделились не только певцы, но и артисты балета. Все образовательные контенты касаются не только оперного искусства, но и балетного. И это понятное дело, потому что у нас есть и молодые талантливые танцовщики и балерины, которые хотели бы тоже развиваться и которые очень заинтересованы в том, чтобы с ними позанимались ведущие солисты балета ведущих оперных театров. Но и якутским коллегам было что показать. В этом году театр имени Соруна Малона стал обладателем престижной премии «Золотая маска» аж в 3 номинациях. У нас тоже есть чему поучиться. Я думаю, что все гости остались таким большим впечатлением о профессиональном уровне, о том, какие артисты работают на нашей сцене и вообще в целом все службы театра, поскольку, конечно, любой спектакль, любая концертная программа – это совместная работа всех, кто трудится в нашем коллективе. Фестиваль завершился триумфально. Точку поставил большой гала-концерт. Ограничиваться только Чайковским не стали. Зрителю представили всю палитру русской классической музыки. Римский-Корсаков, Шостакович, Прокофьев.
Хотя фестиваль закончился, в мыслях у организаторов и артистов уже наметки на будущие проекты. Правда, пока все под грифом «секретно». Мы отработали программу на последующее сотрудничество. Я не буду рассказывать пока конкретно что, но я могу точно сказать, что на следующие 2 года, мы уже сделали такой план мероприятий, при том, что они не только касаются Якутска, а точно так же касаются и других городов. Обязательно будет. Мы как раз только что это обсуждали, сидели в кабинете у директора, поэтому 100% будет. Какие-нибудь намеки? Нет, намеков никаких не скажу, но они есть. Истинное искусство вне времени и границ. И пусть занавес опустился, но музыка великого композитора уже зовет к новым вершинам.